композитора Эриха Вольфганга Корнгольда, может быть, не так известно широко, как имя его современников в середине 20 века, в частности, даже того же Дмитрия Шостаковича, чью музыку мы слышим с вами во втором отделении. Но в свое время это был очень популярный композитор, как в Европе, так и в Новом Свете. Вообще, карьера Корнгольда началась очень рано. Он был сыном музыкального критика, жившего тогда еще на территории Австро-Венгерской империи. И вот мальчик буквально с 7-8 лет уже был замечен и обласкан выдающимися талантами Вены тогда. В 10 лет он прослушивался у самого Густава Малера, капельмейстера Венской оперы и вообще известного мирового композитора. И Малер тогда предсказал Корнгольду большое будущее. А в 11 лет, когда ему было всего, на сцене Венской оперы уже был поставлен его балет под названием «Снеговик». И, кстати, он не так давно был, музыка этого балета была сыграна в Санкт-Петербурге. И это очень такая зрелая, профессиональная музыка, написанная вот совсем еще мальчиком. Но мы сегодня будем с вами слушать как раз сочинение его уже позднего периода творчества, которое было им создано в 1945 году в Соединенных Штатах Америки. Корнгольд уезжает по приглашению голливудской студии для создания как раз музыки к тогда еще вот только появившемуся звуковому кино. И надо сказать, что он в этой области очень даже преуспел. Назад вернуться в Европу уже было не суждено, поскольку в 1934 году как раз начались печальные события, и он как человек-еврей, да, вернуться назад в Вену он уже просто не мог, чисто физически. В Америке он очень много работает, создает музыку кинофильма, получает даже Оскар за свою работу. И вот уже после того, как он получил славу и известность, как мы бы сейчас сказали, кинокомпозитор, к нему обращается с заказом написать такое уже классическое инструментальное произведение. И вот заказ на написание скрипичного концерта Корнгольд получает от своего приятеля Бронислава Губермана, скрипача, выходца из Российской империи. Но премьера этого концерта состоялась не с участием Губермана, а с участием Яши Хейфица, тоже знаменитый известный скрипач, ученик Леопольда Ауэра, уехавший из России в Америку и ставший, наверное, там скрипачом номер один. Корнгольд говорил так, что мой скрипичный концерт написан больше не для Паганини, а для Карузо. Но у меня есть счастливая возможность видеть в лице Яши Хейфица и Паганини, и Карузо. Композитор имел в виду, конечно, что в его концерте очень много романтических мелодий. И вообще в середине 20 века, когда уже была совсем другая музыка, музыка уже ушедшая от романтизма, основанная на других правилах и принципах, Корнгольд, конечно, казался отдельным профессионалом, таким, можно сказать, немножко старомодным. Но сегодня мы его музыку слушаем, как, знаете, как саундтрек действительно к прекрасным фильмам. И я думаю, что у каждого из нас могут возникнуть свои ассоциации в каждой из 3 частей концерта. Тем более, что темы, которые Корнгольд берет в качестве главных тем своего концерта, они были как раз подчеркнуты им из его работы в кино. В частности, 2-я часть – это саундтрек к его кинофильму «Несчастный Энтони», такому приключенческому тоже фильму. 3-я часть, финал – это тема из музыки к фильму «Принц и нищий» по Марку Твену. И там тоже есть такой карнавал, который мы с вами в финале этого концерта услышим. Концерт по своей форме абсолютно классический, то есть там 3 части, как и положено быть инструментальному концерту. 1-я часть быстрая, написана в форме сонатного аллегро, 2-я часть медленная и такой вот стремительный финал. Но все-таки начало не совсем обычное. Обычно концерт открывается таким развернутым вступлением оркестра, а здесь мы сразу с вами услышим солирующую скрипку, как главного героя, да, как главного, может быть, киногероя, который выходит на эстраду или на арену, который что-то нам рассказывает о тех приключениях, которые будут с ним потом совершаться.
И я еще раз повторю, да, что эта музыка такая очень яркая, очень ассоциативная. И я думаю, что вы получите удовольствие, следя за теми приключениями, которые в этой музыке присутствуют. Ну, а мне осталось только еще раз объявить исполнителей. Это Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика», дирижер Фабио Мастранджело и солистка, скрипачка Анна Савкина.